Парад Победы в столице республики в этом году вновь пройдет на площади республики. Трибуну для почетных гостей и места для зрителей планируют расположить перед памятником Ленина. Также чебоксары готовы к проведению акции «Бессмертный полк» и «Герои Трудового фронта», если будут сняты коронавирусные ограничения на проведение массовых мероприятий. В этом случае на Красной площади планируют организовать концерт. 77-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 годов запомнится проведением в регионе не менее 2000 мероприятий. Участие примут свыше 500 тысяч человек. В рамках года выдающихся земляков отметят героев Советского Союза, прославивших Чувашию на полях сражений. В Республиканском центре народного творчества ДК «Тракторостроитель» будет организована праздничная программа «Река памяти». В Чувашском государственном театре кукол премьера иммерсивная постановка «Память нашу не стереть годами». В Доме дружбы народов также пройдут мероприятия. Это круглый стол Великой Отечественной войны в межнациональном пространстве. В Национальной библиотеке Чувашской республики республиканский конкурс эссе и многое другое. На 1 марта в республике проживают 6500 ветеранов. Из них 165 инвалидов и участников Великой Отечественной. 5600 тружеников тыла. Внимание должно быть уделено каждому, подчеркнул глава региона Олег Николаев. В республике пройдут встречи с ветеранами войны, организованы концертные программы, республиканские международные акции и конкурсы. И не только. Социальные выплаты ветеранам войны ежегодно составляют порядка 250 миллионов рублей. Также в рамках празднования Дня Победы инвалиды и непосредственно участники войны получают ежегодные денежные выплаты в размере 10 тысяч рублей через Пенсионный фонд Российской Федерации. Ежемесячные выплаты труженикам тыла доведены уже до уровня ветеранов, до выплат ветеранов труда, составляют 1348 рублей. Министр образования и молодежной политики Чувашской республики Дмитрий Захаров отметил, что 7 мая во всех образовательных организациях региона пройдет единый урок, посвященный Дню Победы. Студенческие и школьные поисковые отряды приведут в порядок воинские захоронения.